Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Что случится с вами за 72 часа? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, в лодке кто-то стремительно приближается к вам. Здесь то ли путешественник какой-то, то ли кто-то возвращается из длительной поездки, то ли человек в принципе держит путь конкретно в вашу жизнь. Очень быстро, с попутным ветром, человек все ближе и ближе к вам. У кого-то может быть предчувствие, у кого-то будет предупреждение, да, человек может предупредить, типа я возвращаюсь, я скоро приеду. И также, возможно, вы от кого-то узнаете, что скоро кто-то приедет, скоро появится. Но человек конкретно едет к вам, человек конкретно едет за вами. Вот, человек прям мыслями, сердцем, душой уже рядом с вами. Если вы женщина, то едет мужчина. Если вы мужчина, то едет женщина. Там серьезный разговор, либо серьезное предложение может прийти. Дальше показывают паука. Он мелкий, но ядовитый. Не обманитесь. Да? Какой-то человек, который может действительно отравить вам жизнь. Человек противный, человек манипулирующий, козни строящий. Но с этим человеком связываться не надо. Очень обидчивый, восприимчивый, психически нездоровый мне еще идет человек. Поэтому лучше от греха подальше обойти. Не пачкайте свои руки, не вмешивайтесь и делайте вид, что вы не замечаете. Вот у вас с этим паучком как будто бы перекресток, да, соприкоснетесь. Если вы ничего не сделаете и дальше пойдете, то паук тоже в свою сторону пойдет. То есть нет намерения вам навредить, да, пока ваши намерения остаются безобидными. Как только вы начнете этому пауку что-то говорить, что ты не прав, ты неправильно сделал, еще что-то, да, угрожать чем-то, то паук может укусить. Того не желая, да, может укусить. Будьте поаккуратнее. Пусть творят, что хотят. Пусть творят, что хотят. Вы не вмешивайтесь, идите своей дорогой. А то, знаете, без вины еще и пострадать можете. Ядовитый паучок мне идет. Хоть мелкий, но ядовитый может оказаться. Так, бокалы. Будут бокалы подниматься либо в чью-то честь, либо в вашу честь. Но вот звон бокалов мне идет. Может быть, это чисто символически. Может быть, у кого-то день рождения, либо какой-то повод, случай. Среди недели. Куда деваться? Надо же поздравить. Либо надо же свою победу отметить. Звон бокалов идет. Будут подниматься бокалы. У кого-то, кстати, может и свидание такое быть, что вы начнете как обмывать, либо что вы начнете пить за здоровье друг друга. Тогда большой риск, что вы прям можете немножко себя пьяненькой почувствовать, либо пьяненьким, да, перебрать. Звон идет. Повод хороший, но последствия могут быть тяжеленькими. Похмелье точно может быть. Ладно, вы люди взрослые, вы знаете, что делаете, и каждый знает свою меру. Дальше, мои хорошие. У вас тут 3 подряд события, причем от маленького до большого идут. И самое большое событие будет как-то связано либо с местом, которое на букву В называется, либо с человеком на букву В. То есть это может быть имя, фамилия, это может быть и мужчина, и женщина, но у каждого будет по-своему. От чего-то мелкого до чего-то огромного. 3 события с правой стороны. То есть эти события ложатся на вашу жизнь и судьбу. Причем ложатся очень благополучно. 3 важных события произойдут за 72 часа.
И вот это вот крайнее событие, оно прям такое грандиозное, да, на букву В место, либо человек на букву В будет участвовать. Так, еще зайчик у вас тут показан. Зайчик ключик несет. Кто-то так сильно испугается, что как все расскажет, да? Либо сольет важную информацию. Зайчик такой стукач немножко. Ну, лучше так, чем никак. Вот кто-то что-то затеял, либо замыслил, а вот предатель найдется, который прибежит и вам все расскажет, даст вам ключ в руки. Может быть, это как-то связано с действиями ваших недоброжелателей. Может быть, это как-то связано с вашими детьми. Дети что-то такое задумали, а вот один из детей, кто в этой компании испугается взрослых, придет и все расскажет. Ну, ключик будет в руках, значит, вы можете его применить, значит, вы можете все либо остановить, либо разрулить. Такой вот знак вышел. Дальше показывают шарик, который сдувается. Причем сдувается с большой скоростью. Ну, сами понимаете, да, воздушный шар, когда он надут, он такой красивый, там сияет, блестит. А когда он сдувается, он в такую тряпочку прям превращается. Какое-то очень раздутое событие, либо какой-то человек, который раздут как воздушный шар, начнет сдуваться. И все становится на свои места. Пройдет эта эйфория, уйдут эти иллюзии, и все увидят ситуацию, как она есть. Скорее всего, что-то, либо кто-то выдавал себя за желаемое, ну, а получится как всегда. Но я не вижу, чтобы вы сильно расстроились, хотя да, скажете, ну надо же, гадость какая, а я опять поверила, либо я опять поверил. Ну, вот прям сдувается очень быстро. Дальше. Волноваться будете. Но волноваться, волнения у вас не негативные, а позитивные. Да, позитивное такое волнение, светлое. Несколько волн у вас идет. Волнуетесь вы либо за свои какие-то дела, либо за кого-то близкого, любимого, родного будете волноваться. Но опять же, волнение у вас в хорошем смысле слова. Да? То есть там не про плохие события речь идет. Дальше, мои хорошие, уши показаны. Уши, которые направлены в вашу сторону. Смотрите, не болтайте, тайны, свои секреты не проболтайте. И обязательно контролируйте то, что вы говорите. Потому что кто-то может ходить за вами и буквально специально подслушивать. Вас даже могут провоцировать на какие-то слова, которые потом могут быть использованы против вас. Особенно вот делиться мнением о политической обстановке, о каких-то конкретных персонах, которые имеют власть. Могут быть провокаторы, которые могут записать ваши высказывания, услышать и передать куда не надо, да, либо кому не надо. Ну и также смотрите, там секретики свои храните. Если понимаете, что не хотите, чтобы люди знали об этом, ну так молчите об этом. Могут специально подслушивать, вот уши точить. И вы вроде смотрите, никого нет. Человек за дверью стоит и подслушивает. Будьте поаккуратнее. Также, мои хорошие, здесь можно прочитать как предупреждение по поводу ушей. Да? Смотрите, берегите уши. Да? Может, если вода попала, либо какие-то ощущения странные, да, лучше сходить к этому специалисту, ухо, горло, носу, пусть проверят на всякий случай. Вот. Не надо заниматься самолечением, либо надеяться, что ой, пройдет, да, ничего страшного, пройдет. Лучше, конечно, сходить и провериться. Дальше вижу у вас с левой стороны какая-то глупая женщина костер распалила. Ну, распалила, я так понимаю, для вас, но при этом гореть будет сама. У нее то ли одежда загорится, то ли вот рукав, может, длинный загорится, что-то у нее загорится. А этот костер она готовила для вас. Вот это будет умора, вот это будет потеха. То есть человек создаст такую горячую ситуацию, пламенную ситуацию, в которой сам же и сгорит. Вот. Ну, глупость человеческая, она ни с чем не сравнимая. И тоже, знаете, никто не поможет, никто с этим справиться не может. Может, какая-то провокаторша, может быть, какая-то скандалистка, может быть, вас в чем-то будет обвинять, либо попытается вас подставить, но при этом сама попадет в этот огонь, в эти жернова попадет огненные. Ну, туда и дорога. Дальше яблочко от вас кто-то будет прятать. Прям человек себе прихватил это яблочко. И вот мне идет, что это яблочко должно достаться вам. И человек говорит, я передам, либо я отдам, но на самом деле не дает.
Может быть, кстати, это связано с работой, зарплатой. То есть придет клиент, скажет: ой, а я кошелек дома забыла, да? Я потом, и потом это не будет. Если не дергать, если не спрашивать, то не будет. То же самое на работе могут сказать, что ой, зарплата задерживается, у нас там проблемы, банки, бухгалтера и прочее, прочее. Вы подождите. Если молчать себе тихо в тряпочку, да, то денег вы не скоро увидите. А если прям устроить там бунт со всеми вытекающими, то очень быстро деньги найдутся, в тот же день найдутся. Вот это работает именно так. Но у кого-то отыграется, что вот вам что-то передают, а человек раз и себе думает: воспользуюсь ситуацией. Ну, может, сразу не узнаете, потом узнаете, обязательно требуйте. Требуйте и говорите: отдай, все, это мое яблочко. Нельзя такое прощать, нельзя такое забывать и нельзя с таким соглашаться. Это неправильно. В энергетическом смысле это прям абсолютно неправильно. Дальше какая-то напряженная ситуация идет. Люди, ну вот как на грани скандала. Тут такие эмоции бушуют, но все уйдет, как отделаетесь легким испугом. Как-то неожиданно будет достигнут компромисс, и вот как-то вы договоритесь и миром разойдетесь. А я вам скажу почему. Потому что человек, который будет с вами в этих напряженных отношениях, в последний момент как будто бы высшие силы глаза откроют, либо высшие силы не знаю, подзатыльник дадут, чтобы не ругался с вами, чтобы не доходил до конфликта. Да, вот мне идет, что вмешательство высших сил, либо вашего личного ангела-хранителя поможет избежать крупной ссоры, либо какого-то большого конфликта. Но будет на грани. Будет на грани, и вы не намерены там отступать, либо вы не намерены сдаваться, у вас наоборот такой прям подрыв идет. Сейчас я тут всем покажу. Но конфликта, тьфу-тьфу, слава богу, не будет. Дальше. Тут девушка немножко в панике у меня. Почему? Потому что мужчина всплыл из прошлого. Причем не просто всплыл, он ей руками машет, двумя сразу. Типа: смотри, родная, я здесь, я тут, я появился. У вас такая дилемма, ну вот как поступить? Заблокировать, либо все-таки спросить, где был, да, и что ему сейчас надо. Но мне кажется, что любопытство победит, потому что нам этот фрагмент показывают именно с правой стороны. Правая сторона — это ваша. То есть все-таки любопытство. Ну, начнете с ним общаться, и он начнет вам рассказывать, что вот я не хотел, либо я не думал, там, у меня жизнь тяжелая, у меня проблемы были. Ну, в общем, как-то объясни, да, свое отсутствие, либо почему так резко и быстро пропал. Но вот мне идет, что вы опять по шестерке будете общаться. То ли вы ему будете помогать, то ли он вам будет помогать. Но у вас взаимодействие идет. Так, еще я вижу, что вам придется куда-то ездить. Я бы даже сказала мотаться, да, потому что времени вам будет не хватать. Либо вам прям ограниченное время выделено, и вам нужно везде успеть. И вот вы прям как электровеник туда-сюда, туда-сюда. Устанете, конечно, но то, что необходимо, вы сделаете. Вот так вот руками делаете, типа все, дело сделано, да. Везде побывала, либо все сделал, теперь я могу отдохнуть. Усталость у вас будет. Усталость, но это приятная усталость. Это не стрессовая усталость, а именно приятная. Кстати, по поводу стресса. Кто-то из-за вас впадет в такой дикий стресс, испуг, стресс, ну, может, даже депрессия со временем начнется у кого-то из-за вас. Здесь еще идет, что это как-то связано с коммуникациями, общением, обществом, в котором вы проживаете, и у кого-то еще с работой связано. Вот вы, не желая того, человека доведете до стресса. У человека глаз будет дергаться, может быть, даже и два глаза будут дергаться. Вот это все из-за вас. Хотя вы этого не желаете и не хотите. Ну, вот такая ситуация показана. Дальше вижу женщину. Женщина, у нее в руках какой-то инструмент, как будто бы волшебная палочка. Вот к чему не прикоснетесь этим инструментом, все прям идеально получается. Может быть, это какой-то помощник, какой-то умный гаджет. Что-то, что действительно помогает и облегчает вам в процессе там, работы, либо в процессе ведения домашнего хозяйства.
Прям так приятно, знаете, может обновочка, может вам подарили, может быть вы сами себе купили, у вас это долго лежало, и тут вы начнете пользоваться. Ну, какая-то волшебная штучка, да, волшебный инструмент. Так, ребенок. Потребности ребенка нужно закрывать. Ваш ребенок придет там чуть ли не с листом. Что мне нужно? Что мне нужно там для спорта? Что мне нужно там для учебы, для того, для сего? И у вас прям голова закружится от обилия этих самых позиций, либо от стоимости того, что необходимо вашему ребенку. Но с другой стороны, деваться-то некуда, да? Надо как-то идти навстречу. Это же не просто так вот игрушки, ребенку захотелось поиграться. Нет, это либо для учебы, либо для спорта, ну, либо для чего-то важного, да, вашему ребенку необходимо. Придется вам изыскивать средства, либо к кому-то обращаться, чтобы эти средства обрести, ну и закрывать потребности вашего ребенка. Да, детки могут быть маленькие, а расходы прям очень не маленькие, не скромные. Дальше, мои хорошие, здесь показывают человека очень красивого, человек, который прям производит впечатление, и вслед этому человеку все оборачиваются. А этот человек с вами заговорит, либо начнет с вами знакомиться, причем достаточно настойчиво, так что все обалдеют, вы сами будете в шоке. Ну, если вы мужчина, то с вами начнет знакомиться очень красивая женщина. Если вы женщина, то с вами будет знакомиться очень красивый мужчина. Там столько разговоров пойдет, просто вот люди как будто бы полоумные, только об этом будут говорить. Вот. Но вам будет приятно, да, что выбрали именно вас, и что именно с вами стали знакомиться. Я не вижу, ну, как последствия вашего знакомства, но вот просто таким событием показали ярким и запоминающимся. Подружки либо друзья могут подкалывать вас. А вам это не противно, вам наоборот это приятно. Да, вот такое событие хорошее. Дальше юла крутится, ну, волчок, да, как заведенный крутится, по кругу крутится. А у кого-то, возможно, будет такой период, может быть, день, там, сутки, когда придется очень активно крутиться, причем крутиться именно по кругу. То есть, возможно, выполнили один круг, потом на второй круг пошли, потом на третий круг пошли. Может быть, на работе такая загрузка будет, может быть, в принципе, и работа, и рутина семейная. Но вот прям чувствуете, что как волчок крутитесь, и все по кругу идет. Но это недолго продлится. Недолго. Может быть, какие-то проблемы накопились. Может, если на работе, то какие-то люди не выходят на работу. Кто-то болеет, кто-то в отпуске. И нужно будет прям крутиться вам. Ну а кому еще? Больше некому. Мужчина. Мужчина здесь как рыбку тащит рукой, как будто бы рукой поймал. Это большая удача, либо какое-то слепое везение, которое выбирает мужчина. Мужчина рыбу поймает, руками поймает. Но это ловкость надо иметь, сноровку, да, чтобы голыми руками рыбу поймать. У мужчины это получится. Мужчина очень будет доволен собой, ну а женщина его будет им просто гордиться, вдохновляться, им какие-то люди даже станут. Да, вот так вот руками поймал рыбу. Хороший знак на самом деле. Рыба – это деньги, рыба – это возможности финансовые. Так что, мужчинка, вы везунчик. Тьфу-тьфу-тьфу, вам повезет. Дальше музыка мне идет. Музыка, кстати, такая раздражающая. Может быть, у вас соседи меломаны, да, начнут там какую-то музыку не очень вам приятную слушать. Может быть, кто-то там на улице в машине очень громко включит, либо вот молодые люди пользуются такими колонками, да. И даже придется как-то вам терпеть, слушать эту музыку. Сначала она просто отвратительна для вас, вообще не нравится, хочется заткнуть уши и не слушать. А потом как-то прям слушаетесь, скажете: о, интересная музыка, даже вот понравится. Да, у кого-то и так отыграется, ну, у кого-то просто придется потерпеть, и все, потом это не повторится. Дальше, мои хорошие. Вы куда-то пойдете, в первый раз как будто бы пойдете, по этому маршруту в первый раз поедете.
Вот как первый раз мне идет. Всему будете удивляться, все такое странное, необычное вам покажется. И еще вижу, что вы что-то вкусное будете кушать, что раньше либо никогда не кушали, либо давно очень кушали. Может быть, там кафе, ресторан какой-то. Может быть, у кого-то, кому-то поедете, человек вас будет угощать. Прям такая вкусняшка, за уши не оттащишь, либо ум отъешь. Вам очень понравится. Дальше, мои хорошие, ни с того ни с сего, как ответ придет на ваш вопрос. Вы что-то хотите узнать, вы что-то хотите изучить, вы ищете информацию, причем давно, я так понимаю, ищете, а найти не можете. И тут вы уже махаете рукой и думаете, ладно, неважно. Вот. И вот в ближайшие 72 часа вам откроется. Совершенно случайно вы эту информацию получаете. Сказать, что вы обрадуетесь, ничего не сказать. Прям мир перевернется, вы все узнаете. То, что хотели узнать, вы все узнаете. Такой прям момент очень приятный вышел. Дальше. Какая-то женщина ревность свою скрыть не может. Глупая, да, вы так и скажете, ты очень глупая женщина. Раз ревнуешь, либо такое думаешь. Женщина что-то может вам высказать, что ты там так-то, так-то одеваешься, ты флиртуешь с моим парнем, либо с мужем флиртуешь, проявит ревность, а вы скажете, дурочка ты, да, отстань, не нужен мне твой муж, не нужен мне твой сын, тебе показалось, да, как-то так вы ей скажете. Хотя вы ее считали очень умной женщиной, немножечко она потеряет свое лицо в ваших глазах. Возможно, оно так и есть, может, она и не совсем умная. Дальше у вас созревает горошек. Стручок гороха, он созревает. Не сорвите раньше времени. Дождитесь, пока будет зрелый. Да? Если раньше времени сорвать, то вы как будто бы теряете. А если дождаться, пока созреет, вы обретете по полной. Это может касаться вашей работы, той деятельности, которой занимаетесь, либо какого-то проекта, ситуации, в которую вы вкладывались. То есть результат, он зреет, и если не сорвать до сроку, да, можно очень даже неплохо получить, заработать, либо порадоваться тому, что у вас получилось. А сейчас, результат уже есть, но это первый результат, и там скромненько еще. Не все горошинки созрели. И еще, мои хорошие, я вижу, что какой-то человек с вами важной информацией поделится. Вы, скорее всего, не спрашивали, не просили, но человек считает, что нужно вам сказать, да, что вы достойны, чтобы узнать. И человек вам то ли какой-то туториал проведет, то ли инструкцию даст. Вот прям очень детально вам объяснит. Хороший знак на самом деле. Знак того, что вас ценят, любят, уважают. Знак того, что к вам очень хорошо относятся. Да? Вот вам сообщат какую-то важную, ценную информацию. Еще и обучат, что делать, как делать, так, чтобы вот прям все для вас было. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.